Несколько месяцев назад Эльвира Кумшуева обнаружила в молочной железе уплотнение. Начала нервничать, давление, и сама себе ее обнаружила. Она как опухоль, в виде опухоли. Я не думала, что она так опасна. Близкие Эльвиры Ханым настояли, чтобы она прошла обследование. В мае месяце я обратилась к врачу, и он сказал, что нужно все-таки ехать в областную, то есть или Херсон, или Симферополь. Так как в Симферополе у меня есть родня, поэтому родные люди, я обратилась сюда. Здесь сдала анализы, ждала их, оказалась злокачественная опухоль. Я и УЗИ делала, маммографию делала, трепан-биопсия. Врач мне сказал, нужна по-любому операция и лучевая терапия. Месяц назад Эльвира Кумшуева приехала в Крым из Херсонской области. Из-за отсутствия российского гражданства лечиться бесплатно она не может. Женщине назначили операцию в частной клинике 27 июля. Прогнозы, чем раньше, тем лучше. Это меня успокоило, что я пришла вовремя. И что не нужна химиотерапия в данный момент, нужна лучевая. Лучевая терапия тоже это 21 сеанс, это долго. В течение месяца надо получить эти лучи, дорогостоящие. Назвать точную сумму для лечения сейчас сложно. Она будет зависеть от результатов исследования. Во время операции, пока человек находится под наркозом, они делают еще исследование, гистологическое исследование. То есть, возможно, что-то еще, кроме лучей, могут назначить. То, что аппарат может не заметить. Есть такое, что если там какие-то, допустим, лимфоузлы, какие-то клетки, то, возможно, еще что-то будет, какая-то дополнительная терапия. Сейчас Эльвира Ханым проживает в Крыму у родственников. Она просит всех неравнодушных людей помочь ей побороть болезнь и пройти лечение, собрав необходимую сумму. Мы остались без работы, и собрать такую большую сумму сложно. Не хватает средств. И родственники, соседи, хорошие друзья, все мне пришли на помощь, но очень дорогостоящее лечение. Такая болезнь, она не любит время, не ждет. Чем дальше мы тянем, тем хуже, будет сложнее и дороже обходиться все.